вечер, дорогие наши телезрители. Это первое интеллектуальное шоу «Блеск умом». В студии Юлия Барбакова. Сегодня у нас в гостях всеми известные для нашего народа люди. Это блогеры, медийщики. Поэтому сегодняшний выпуск обещает быть очень-очень интересным. Итак, представляю вам команду под номером 1. Олчана Байду и Сергей Аскаров. Здравствуйте. Итак, команда под номером 2. Оржак Шанчалай и Валерий Аскаров. Традиция нашей программы начинать все, конечно же, знакомства. Пожалуйста. Всем привет еще раз. Меня зовут Олчана. Я студентка физико-математического факультета Тувинского государственного университета. Свободное время занимаюсь немного блогерством. Блогерством. Меня зовут Аскаров Сергей Игоревич. Работаю в городе Новосибирск, вьетнамской кухне, су-шефом. Ну и по совместительству типа блогер, наверное, тоже под названием. Ну, то есть в Туве меня знают как блогера Оскар Плюс. Все? Спасибо. Накормите меня потом после выпуска. Да. Всем привет, меня зовут Шанчалай, я студентка Тувинского государственного университета, филологического факультета, а также я член команды Братьян. Спасибо. Всем привет, меня зовут Валерий Игоревич. В данное время я не работаю, ищу работу, так что пишем. Вообще я блогер Хорамен. Спасибо. Среди звезд я сегодня стою посередке. Итак, как вы все знаете, у нас 3 раунда. Раунд первый. Каждой команде дается по 5 вопросов. На размышление одного вопроса вам дается 5 секунд. Условия понятны? Ну что, команда под номером 1. Вопрос первый. Сколько существует основных законов Ньютона? 3. 3. Это ваш общий ответ. Вы можете обсуждать, смотреть друг на друга. Ну что, я не буду вас долго мучить. Правильный ответ 3. Я вас поздравляю с хорошим началом. Итак, вопрос следующий. Какой цвет приобретает фенолфталеин в щелочной среде? Серый. Серый. Ладно, я доверюсь. Я доверюсь. Наши женщины такие доверчивые, наивные люди, но очень сильные. Он становится бесцветным. Итак, вопрос следующий. Кто такой Святослав Рихтер? Что-то жарко стало, да? Да. Есть предположение? Ну, он говорят, что это человек. Я не знала, что это человек на самом деле. Тогда вопрос снимается. Это советский и российский пианист, народный артист СССР. Вопрос предпоследний. Когда произошла Куликовская битва? Сейчас. На хрупкие плечи Олчаны Байду возложено столько всего. 1800 с чем-то, я типа вот знаю. Или... Типа в холодную войну же это было? Холодную войну, да. Какая-то битва... Итак, ваш ответ, друзья. Время истекло. В 16 где-то... В 1816 году. В 1816 году произошла Куликовская битва. Если вам верить, можно нашу историю досконально поменять и передвинуть Куликовскую битву аж на целых 5 веков, получается. Куликовская битва произошла в 1380 году. Очень далеко вы у нас ушли. Последний вопрос. Сатурн – это какая по счету планета от Солнца? Так. Так интересно, что вы сейчас рисуете. Так, 3, 4, 5, 6. Предпоследний. Вроде 6-я. 7-я. Плутон же сейчас не считается планетой? Сатурн. Давно уже. Да, Юпитер и Сатурн. Получается, да, 7-я. 7-я. Если бы вы доверились своему сердцу, оставили бы ответ 6, вы бы ответили правильно. Но ничего страшного, зато мы знаем, что вы чуть-чуть знали. Итак, команда под номером 2. Ну что, единица измерения силы тока. Можно мне это? А почему у них полегче вопрос? Вот. Хорошо, Word. Вольт.
Вольт. Вольт. Да. Этот волк, да, который из мультфильма? Я сразу о нем подумала. Я не знаю, я вообще в школу Точно. окончила Вы давно. уверены в своем ответе? Я уверена в нем. Ваты. Ваты. Вата, который этот... Не тот ответ, к сожалению. Неправильный, правильный ответ – ампер. Да, Алчана, вы хотели это сказать? Так вы же у нас Даже учитесь в такого не было. физико-математическом факультете. Да. Итак, где образуется желчь? Где образуется желчь? Организм, да? Не знаю. Не могу подсказать. Почему-то мне в голову приходят только нервы. Типа Нервы. всю желчь вот так вот. Ответ – нервы. Животных. Хорошо. Желудок есть ответ. Желудок, да, вы хотите сказать? Желчный пузырь. А, Да. Желудки, мне кажется. В желудке. Давайте ему доверить опять. Опять надо. Не стоит никому доверять в этом мире. Такая я суровая женщина. Правильный ответ – в печени. Итак, Вот в организме. я имею в виду. сколько будет 0,2 километра в дециметрах? 0,2 километра. Это получается Я пилок. 2 километра, это десятичная, получается 20 метров. Куда вы смотрите? Мне кажется, там ответ Я есть. просто Калькулятор туда, оператор, походу, залез. Ну что, ваш ответ, друзья? 20. 20? 20. 20. 20? Мне 20 лет. Ну что, правильный ответ – 2000 дециметров. Какая самая маленькая птица в мире? Вообще не знаю. Воробей маленький. Воробей. Воробей такой в шоке. Что такое маленькое? Мы не знаем ответ. Мы не знаем ответа. Как гордо вы в этом признаетесь. Может, у вас есть предположение? Ну, если вы даже ответите правильно, балл вам не будет засчитан. Тогда не будем. Просто для интереса. Вдруг вы знали. Сам. Да, все равно не Воробей, знали. наверное. Воробей. Ну, это банально, типа, но все равно. Давайте Что вы попробуем. бедного воробея сделали таким малюсеньким? Это пчела калибри. А, она птица считается, да? Ну, это то есть и птица. Последний вопрос. Когда произошло стояние на реке Угре? Это... С историей было плоховато, да? Да, это перед... Нет. До 15 века же, да? Я вам не подскажу, если вы даже у меня что-то спросите. 1300, я не знаю, 22 давайте. 1322. Рандомно. Мне кажется, это 14. Вы тоже так думаете? 14. Нет. Я не знаю, что она еще говорит. А давайте примем ее ответ и засчитаем правильно. Мне кажется, нашу программу можно переименовать на доверие. На самом деле ответ 1480. Итак, дорогие друзья, наш первый раунд окончен со счетом у первой команды 1, у второй команды 0 баллов. Мы переходим ко второму Гордимся раунду. Ой. Ой. Просто мем. Ненормальный. Ой, тёлка. Ой. Второй раунд. Там два вопроса для каждой команды. Вопросы будут немножко длинные. На ответ, на обсуждение ответа, то есть вам дается 30 секунд. Итак, команда под номером 1. Вопрос первый. Что не вместится даже в самую большую кастрюлю? Сама крышка. Сама крышка. Вы уверены в своем Да. ответе? Да. Скажите на камеру, что вы уверены в своем ответе.
Еще в 2008 году, когда я проснулся утром, мне бабушка сказала, что сынок, в кастрюлю не влезет только крыша. Спасибо вам большое, бабушка, за то, что вы сказали вашему сыну верный ответ. Крышка этой кастрюльки, конечно же, не вместится. Вопрос второй. 3 мужчин в лодке. Лодка перевернулась, но только у 2 мужчин намокают волосы. Почему? Потому что 3-й был лысый. Оригинальный ответ на самом деле, да, можно подумать логически. Ну так что, ваш окончательный ответ? Он лысый. Он лысый. Если вы уверены в своем ответе, скажите, пожалуйста, на камеру, возьмите свое сердечко, поклянитесь. В 2002 году я плавал с 2 друзьями в лодке, и я был в это время лысый. А у них намокли волосы, а у меня они еще не намокли. Хороший опыт у вас был, но, к сожалению, это правильный ответ. Ну что, друзья, команда под номером 2. Что всем нужно, чего хотят и чего просят, но никогда не берут? Чего все хотят, но не берут. Да. Хотят здоровья, там, благополучия. Что-то на ментальном, да? Наверное. Чего они не берут. Хотят. Пока зарядку поделаю. Ладно, ваш ответ, друзья. Ну, что-то не физическое, то, что они не могут собрать. Как вы думаете? Итак, скажите мне это слово. Барабан. Барабан. Все хотят этот барабан, Давайте здоровье. Здоровье. Все хотят быть здоровыми, но это... но не могут быть здоровыми, да? Все, давайте ответим. Может я попробую? Если вы ответите правильно, ответ все равно не засчитается. Ладно, сначала у них засчитан будет или нет? Барабан. Барабан. Почему барабан? Мне тоже интересно, почему барабан? Правильный ответ. Вот знаете, бывают такие ситуации, когда к тебе приходит подруга, плачет, спрашивает у тебя совет Совет. и не пользуется этим советом. Бывали у вас такие случаи? Да. Ну что, друзья, правильный ответ – совет. А что вы хотели ответить? Спасибо, в карман не положишь. Спасибо, в карман не положишь. Итак, вопрос следующий. Какая гора была самой высокой до открытия Эвереста? Эльбрус. 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 Гималайские горы. Не, ну ладно, давайте. Эльбрус. Очень красивое слово на самом деле. Правильный ответ – Эверест. Просто он не был открыт. Ну что, дорогие друзья, наш второй раунд подошел к концу. У первой команды 4. У первой команды 3 балла. У команды под номером 2 все еще 0 баллов. Мы переходим к последнему раунду. Это будет финал. Добро пожаловать на наш телеканал, который развивается не по дням, а по часам. Лев, что там стоишь? Давай заходи. Мы не растем и не развиваемся. Наш канал терпит колоссальные убытки. Завтра приезжают федеральные эксперты. И если мы не переживем эту неделю, то наш канал закроют. Зашибись. On judgment day, to the
надо обнять, все сюда. Подожди, слушай, чтобы все заснуть, надо вообще-то капюшончик надеть, чтобы не замерз. Надень капюшон. У меня голова не И мерзла еще голова. Ну да, конечно, чему там может мерзнуть? Итак, дорогие друзья, это программа «Блеск умом», финал с блогерами, со звездами нашей республики. Давайте поаплодируем друг другу за то, что мы дошли до этого прекрасного момента. Третий раунд – это блиц. Тут очень важна ваша реакция, быстрота. Если я прочитаю быстренько вопрос, да, ну не если я его и так и прочитаю, вы должны сделать тудум и нажать на нашу невидимую кнопку. Тудум – это очень важно, это традиция нашей программы. Итак, вопрос первый. Как называется одна нить спагетти? Тудум. Спагетти, он так и... Макарошка. Вермишель. Вермишель. Может, у вас есть предположение? Нету. Макароны. Вопрос снимается. Правильный ответ – спагетто. Вы же повар, сушеф. Я там спагетти, я вьетнамской кухни. Ну ладно. Вопрос следующий. У какого моря нет берегов? Тудум, Каспийское? Каспийское море. Может, есть еще предположение? Берегов? Вопрос снимается. Правильный ответ – у Саргассово море. Я впервые это слышу, ну ладно. Когда мы чихаем, с какой скоростью воздушные потоки покидают наш нос? Тудум. Тудум. 100 километров в час. 100 километров в час. Есть еще предположение? Может, 300 ли? Просто цифру Тысяч назвать. прям. Цифра. 1000. 1000. 100, да, вы сказали. Плохое у нас начало третьего раунда. Правильный ответ – 160 километров в час. Вопрос следующий. Кто крестил Киевскую Русь? Иван Грозный, может? Иван Грозный. Нет. Ну что, есть еще предположение. Иван Грозный тут сказали. Тудум, вообще 10-й. Ну что, друзья, вопрос снимается. Правильный ответ – Владимир Великий. Где зародилось эгейское искусство? Боже мой. Боже Нас же реакцию проверяют, а мы стоим. А что это такое? Не подскажу. Ну что, вопрос снимается? Да. Греция, правильный ответ. Какова продолжительность жизни стрекозы? Сам вопрос. Турум. Пожалуйста. Стрекоза. Ну, почти все насекомые живут один день. Ваш ответ – 1 день. Давайте. 1 день. Вам не кажется, что это очень-очень жалко, что они живут всего лишь 24 часа? Поздравляю вас с правильным ответом. Ну что, дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Мы переходим к церемонии награждения. Не переключайтесь. Дорогие наши телезрители, это танцы, шоу «Танцы». Ну что, я готова подвести итоги сегодняшней интеллектуальной игры. Такого, честно говоря, у нас никогда не было. Да, было. Ну так, поздравляю команду. Ну тут уже всем ясно, да, даже не надо делать интригу. С чистой, определенной победой команду под номером 1. Пожалуйста, ваш приз. Какой большой. Да. Зелёный Надеюсь, фон. вместится в вашу машину. Это вам утешительный приз. Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, это Я должна не была за что за сделать, приз. Дорогие наши телезрители, это была программа «Блеск умом». В студии была Юлия Барбакол и прекрасные, интересные блогеры нашей республики. До новых встреч!